Второй грех, касаемого тоже воровства, это разбой. Разбой. Но у него наказание посерьезней. Как Аллах Субханаху ва Тааля про это в Коране сказал: «Иннама джазау ллазина юхарибуна Аллаха ва расуляху ва ясауна фил арди фасада». Поистине наказание тех, кто выходит против законов Аллаха и Его посланника и распространяют нечестие на земле, айюкатталю. Наказание тем, чтобы они были лишены жизни или повешены, юсаллабу, или же отрубаются руки и ноги накрест. То есть, например, правая рука, левая нога. Ау юнфау миналь арт, или же сажаются в тюрьму. И это им наказание в этом мире. То есть им хизи, унижение в этом мире, валяхум филь ахирати азабун азим, и им будет в ахирате более сильное наказание. Этот аят касается случая, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди из бедуинов, из племени Урайна, и приняли ислам перед пророком, саллаллаху алейхи, и показали то, что они хотят быть мусульманами. Однако они сказали это по причине того, что мы пришли к Медине. В Медине у него чуть-чуть холодная погода, климат другой, отличается немного. И они заболели из-за климата. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал им верблюдов и сказал, чтобы они пили ее молоко и мочу. И когда те выздоровели, они убили пастуха и забрали всех верблюдов. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал за ними отряд, которые вернули этих людей, и их отрубили им руки и ноги и выкинули на горячие камни. И они кричали, просили воды, и вот так они умерли. И вот это наказание было за разбой. У разбоя, естественно, опять же, что не всякий разбой называется разбоем. И не всякий разбой наказывается, и есть условия обязательно. Обязательно есть условия. Тем, чтобы те люди, которые выходят на разбой, чтобы у них по правде было оружие, которым они могут вести разбой. Чтобы такое оружие, чтобы проходящий человек не мог бы сопротивляться их оружию. Второе, разбой должен происходить далеко от города, в том месте, в котором не могут привести государственные войска, или полицию, например, в наше время. Чтобы разбой проходил в странах мусульман, условия, и чтобы при разбое ограбленное имущество достигло нисаба, то есть 1 динар. По ханафитскому Однако Шафи и Ахмад, это сказал Шафи и Ахмад, и имам Малик сказал, тут нисаб не имеет значения. Пятое условие, это чтобы они были все посторонними людьми по отношению к человеку, которого ограбили или убили. Были посторонними к нему. То есть, если будет среди них родственник, то в этом случае он не наказывается. Или, например, дети, или сумасшедший. И также, чтобы их схватили, прежде чем они сделали покаяние. То есть, их поймали, их схватили, прежде чем сделали они покаяние. То есть, если они сделали покаяние и возвратили имущество, то в этом случае с них спадает наказание. Но не спадает душу за душу, человека за человека. Да, если убили кого-то. Они должны возвратить имущество или восполнить то, что они уже потратили, например, или испортили. И также тут кисас
не спадает. И тут уже имам выбирает, какое это наказание им выбрать. Вот это было, это 2 греха. Сейчас мы пройдем хадисы, которые приходят по этому поводу. То есть поняли, что такое воровство в шариатском понимании, да? И опять же говорим, это не значит, что это не считается воровством. Это не считается воровством, за которое есть наказание отрубанием руки. И повторяем условие, это чтобы ворующий был мукалляф, чтобы он был, то есть балягата достиг, чтобы он был разумным, чтобы он был, разумный, не пьяный тоже сюда входит, чтобы он украл, выборочно, непринужденно, чтобы он украл с того места, которое должно быть охраняться, то есть сохраняя его место. Как пример можно привести, например, раньше в Саудовской Аравии вокруг мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть магазины, продающие золото. Лет 50-60 назад сейчас в магазинах этих решетки опускают, когда на намаз уходят. Лет 50-60 назад там отпускали просто занавески. Если сейчас продавец просто занавеску опустит, и человек зайдет и украдет, это не считается кражей, за которой отрубается рука, потому что что? Он не выполнил условия хранения. То есть просто занавеску опустит. В этом случае ему сейчас надо что сделать? Опустить решетку. Но, например, там мисваки продаются. А мисвак, когда принято, что человек, там сидят люди, которые мисваки продают, режут там, корень приносят там. И он, когда на намаз уходит, просто тряпкой накрывает. Если количество мисваков достигло, например, нисаба, и он из-под тряпки уже то в этом случае это уже воровство. То есть от вещи к вещи что? Различаются. И чтобы не было никаких сомнений при воровстве, например, сомнение, то, что он нуждающийся, вынужденный, или сомнение родства там, или еще что-то, что нам это не дало бы совершить это наказание. И также должно быть достигнуть нисаба по ханафитскому мазхабу, это 1 динар. 1 динар 4 грамма, 4,25 грамма золота. По другим мазхабам это четверть динара. И все возвращается к хадису, в котором сказано то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отрубал руку за цену счета. И в то время в одних хадисах приходится динар, оценивался, в других хадисах 3 дирхама, 10 дирхамов. То есть цена, естественно, колебалась. В Бухари приходит именно четверть динара, в некоторых хадисах идет, и они подтверждают именно динар. Поэтому есть разногласия. И Аллах Субхану Тааля, как тут указал, «Васарику васарикату фактау айдияхума». И вору и воровке отрежьте кисти руки наказанием за то, что они приобрели. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля'ана Аллаху сарика ясрукуль хабля фатукта аядуху». Проклял Аллах вора, который украл веревку, и была отрезана ему рука. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в Бухари приходит: если бы Фатима, дочь Мухаммада, что-либо своровала бы, то я бы отрезал ее кисть руки. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля язни зани хина язни ва хуа му'мин». Прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является верующим. Вор, совершая воровство, не является верующим. То есть указание на то, что это даже влияет на полноценность веры. Нет. Это полноценность указывается. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: большие грехи 4. Это предавание Аллаху сотоварища, убивать человека, который Аллах запретил, совершать зина
и воровать. Хадис приходит в Насаи. Также имам Захаби говорит: и не поможет вору его покаяние, если он не вернет то, что украл. Если не вернет он то, что украл. Если он банкротом стал, то есть остался с копейками, муфлис переводит как банкрот, а если в основу языка, то есть человек, оставшийся с копейками, с мелочью переводится, то он должен как-то решить этот вопрос с хозяином. И аят, который касается разбойничества, это аят, в котором аят суры Маида, 33 аят: «Иннама джазау аллазина юхарибуна Аллаха ва расулаху ва яс'ауна фил арди фасада ай юкатталу ау юсаллабу ау туқатта айдихим ва арджулухум мин хиляфин ау юнфау миналь ард». Поясни, наказание тех, кто юхарибуна переводится как сражаются с Аллахом и его посланником, тем, что выходит против его законов. И обычно это происходит, слово мухараба происходит именно с оружием. Поэтому мы там условием поставили, чтобы они были вооружены. Не просто там пришли, испугали, там еще что-то. Вооружены были. И так, чтобы тот, по отношению к кому совершился разбой, не мог сопротивляться. Был далеко от властей. Было, чтобы в землях мусульманов. Еще какое условие? Чтобы не было среди них родственника, детей и сумасшедших, потерявших рассудок. И говорит, их наказание айюкатталю, то есть смертная казнь, или повешение, или крест-накрест, руки, ноги, или же заключение. Вот такое это. А тут имам Захаби привел только этот аят и потом сказал: само то, что уже было совершено на пути мусульман, на пути в том, которым ходят мусульмане, запугивание их уже является большим грехом. То есть запугивание, если было совершено, это уже является большим грехом. А как, если же было еще если забрали имущество мусульман? И какое же положение, если был кто-то ранен или убит? То есть само запугивание уже является большим грехом, и запугивание мусульман. А если уже забрали имущество, или был ранен человек, или был убит человек, то сколько человек совершил грехов уже? И ма'ама галибухум алейхи мин тарки ссаля. И вместе с тем, что большинство таких людей оставляют молитву, выпивают спиртное и совершают прелюбодеяние. То есть в большинстве случаев эти люди очень много что совершают других грехов помимо этого. То есть насколько этот человек может совершить много грехов одним своим действием. Вот это были два греха. Это воровство, и это разбой на пути мусульман. Разбой на пути мусульман, их запугиванием с помощью оружия. Да, это все является грехом. Итак, повторим условия и на этом закончим. Что такое воровство? В языковом понятии это когда человек забирает имущество другого скрытно. Вот это называется в шариате воровство. И это можно взять смысл этого слова в языке из аята «Илля манистарака сам'a фаатба'аху шихабум мубин». Кроме тех, кто истарака сам'a. Вот сарака глагол используется, истарака ифтааля, то есть подслушал слово.
как будто бы человек, подслушивающий, крадет услышанное. И тут про шайтанов имеется в виду. И после того, как он подслушает, за ним последует шихаб, этот огонь. И вот подслушивание, это как будто вот подслушивает, как обычно, когда разговаривающие не слышат того, кто подслушивает. И как будто бы он ворует. И вот от этого взято то, что скрытность должна быть. В шариате же это когда мукалляф, человек, на которого возлагается шариат, разумный, достигший балягата, своим желанием, скрытно, и в большинстве случаев они с собой оружие берут, и могут даже убить человека, воруют по ханафитскому мазхабу то, что достигает цены в 1 динар или более, то, что принадлежит другому, опять же, вот это условие забыл сказать, может быть, он заберет свое, потому что это уже что? Выводит его из воровства или является сомнением для того, чтобы не выполнять, из того, что хранится в положенном месте. И при этом не должно быть никакой что? Сомнения. Только в этом случае выполняется вот это наказание. Что? Знаешь, что важно там какие картины за нас брать, да? Смотрит сумки денег, сразу деньги забирает. Уже это же деньги в эту условие не входят, они в том месте хранятся, правильно? Может быть, да. Тут все возвращается к понятиям, так скажем, которые это в народе присутствуют. Или возвращается к законодательству, которое принято считать. Если в суде есть практика, что они принимают это, за то, что это является местом для хранения, то это будет местом для хранения. И, как мы сказали, по хадису не отрубается рука, кисть руки мухталису, тот, который мошенничеством или тем, кто каким-то запугиванием забирает, или же кто хиянат делает, то есть что? Предательством, обманом забирает. Также некоторые ставят такое, что слепой ему не совершается, потому что он не знает его имущества, есть сомнения, его имущество это или не его имущество. Если совершала воровство группа людей, и каждому досталось нисаб, то каждому это отрубается рука, даже если воровал один только из них, брал имущество только один из них. Тот, что было украдено ниже нисаба, то за это есть только это наказание от судьи. Опять же повторяем, это не значит, что это не является воровством, это не является воровством, за которое отрубаются руки. А как мошенничество, это воровство. И другие виды воровства, которые это условия не выполнили, это также будет воровством. Просто за это будет наказание меньшим, чем за такое воровство, которое выполнило свои условия. Из сомнений, которые упомянули факихи, это то, что муж крадет у жены, жена крадет у мужа. Каждый из них является грешником, однако что? Это не считается воровством, за которое отрубается рука. Это считается воровством, но не считается воровством, за которое отрубается рука, потому что каждый из них наследует другого. И разбой, его условия. Первое, это чтобы те, которые вышли на разбой, у них была сила, оружие для того, чтобы вести разбой, чтобы проходящий не мог им сопротивляться,
Второе, это чтобы было далеко от города или далеко от властей, от тех, кто могут протянуть защиту, помощь, чтобы это было на пути мусульман, то есть в странах ислама, чтобы наказание такое было именно, и чтобы достигло нисаба, и пятое, это чтобы люди были посторонними бы к этому имуществу, сворованному имуществу даже говорится. И чтобы их схватили, чтобы наказание совершить, схватили, прежде чем они совершили покаяние, прежде чем они исправились. И еще тут надо поставить условия, которые упоминаются как в воровстве и в разбое. Это все может решать только судья. Потому что, как мы сказали, вот эти все условия должны провериться. А если человек просто услышал хадис, там, это проклял Аллах человека, который украл бейда или украл веревку, то это и отрубается ему руку, который приходит в Бухари, то тут ученые сказали, тут имеется, если оно достигло нисаба, и тем более слово бейда можно перевести как яйцо, а можно перевести как шлем, что в большинстве случаев он очень дорогой был в то время. Вот это вкратце, что касается воровства и разбоя, что являются оба большими грехами. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта.